Приветствую зрителей нашего телеканала. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Подведем итоги дня. Смотрите сегодня. Ипотека 2%. Когда начнет работать льготная программа для молодых семей на Дальнем Востоке, стали известны примерные сроки. Снюс. Что за жевательный табак продают детям? Каков вред? Под запретом он или нет? Будущее за IT. При СВФУ начала работу школа Samsung. На что нацелены ребята? Народный праздник. На мероприятии в Якутске показали самого крупного карася. Рыба почти 3 килограмма. Что еще было на празднике? Жизнь без границ. Сюжет о спортсмене из Якутии на коляске, покоряющем морские глубины. Как он это делает? В правительстве России рассчитывают, что в течение ближайших 15 лет в Арктике будет создано порядка 200 тысяч рабочих мест, которые будут предоставляться прежде всего россиянам. На работу в Арктике планируется привлекать людей со всей страны. Этим займется Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Кроме привлечения кадров, власти делают ставку на развитие науки и технологий в арктической зоне страны. С 6 декабря увеличена до 10 тонн грузоподъемность ледовых переправ через реку Вилюй на 660-м километре и на 807-м километре в селе Кюндядя дороги Вилюй. Также напомним, что ориентировочный срок открытия ледового зимника через реку Алдан по маршруту Хандыга-Мегина-Алдан на трассе Колыма 14 декабря, а открытие ледового зимника через Лену по маршруту Якутск-Нижний Бестях 5 января 2020 года. Для обеспечения безопасности движения транспорта и сохранности переправ Упордор-Вилюй настоятельно рекомендует жителям не пренебрегать допустимой грузоподъемностью и строго соблюдать требования дорожных знаков. Программа «Дальневосточная ипотека под 2% для молодых семей» начнет работать с середины декабря. Проект постановления проходит сейчас согласование в различных ведомствах. После этого его должно утвердить федеральное правительство. Об этом во время визита в регион дальневосточного полпреда Юрия Трутнева заявил глава Якутии Айсен Николаев. Сюжет нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Жительница Якутска Яна Захарова решила в этом году приобрести двухкомнатную квартиру. Съемное жилье ощутимо бьет по семейному кошельку. И новая программа для дальневосточников пришлась весьма кстати. Это очень хорошо, что придумали такую программу «Ипотека 2% для молодых семей». И сегодня я пришла в агентство, чтобы узнать, подхожу ли я по критериям, и заполнила необходимые документы, чтобы потом уже узнать, прохожу я дальше по такой программе или нет. Конечно, это будет известно чуть позже, но в целом быть в курсе – это хорошо. В поисках хорошего риэлтора Яна обошла уже не первое агентство. Многие из них уже начали собирать предварительные заявки на дальневосточную ипотеку. Желающих, естественно, много. Оно и понятно. Ведь это беспрецедентный случай, когда ипотека выдается всего по 2%. Мы как риэлторы очень ожидаем эту программу, утверждение этой программы 2%. Будет увеличение, конечно же, продаж. Это самое главное для наших молодых семей. Есть возможность приобрести квартиру по более низким ставкам, что для нас большой плюс. Механизмы выдачи пока только на словах. О более конкретных результатах можно будет говорить только после ее утверждения в федеральном правительстве. До 15 декабря все решения будут приняты. Ипотека будет выдаваться через специализированные уполномоченные органы. Это будет Дом РФ. Но у Дома РФ в каждом субъекте есть свои агенты. У нас по республике это республиканское ипотечное агентство, которое принадлежит правительству республики. Вот. Также много вопросов, кстати, в связи с этим поступает по рефинансированию. Можно ли брать эти кредиты для рефинансирования ранее взятых? Здесь я хочу сказать, что пока вот этот кредит под 2%, он не предусматривает целевое значение как для рефинансирования. Вместе с тем, как недавно мне Министерство строительства Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации сказали, что в принципе
те кредиты, которые сегодня уже можно получить под 5% годовых по Дальнему Востоку, такое решение есть для многодетных семей, ну, точнее, даже не для многодетных, а у тех семей, у которых сейчас рождается второй ребенок и третий и далее, да, они могут использовать эти кредиты уже для рефинансирования ранее взятых. Но там, опять же, какое-то ограничение до такой какой-то суммы. Да? Поэтому я думаю, что мы здесь тоже разъяснения все подготовим, дадим. Итак, кто сможет стать участником программы? Напомню, критерии пока только предварительные, но, скорее всего, документ не претерпит больших изменений. Новое жилье под самую низкую ставку в стране смогут получить молодые семьи, где один из супругов не должен быть старше 36 лет. Причем отсутствие детей не принципиально. Или же один родитель с ребенком до 18 лет. Супруги должны состоять в зарегистрированном браке не менее 1 года. И хотя бы один из них должен иметь регистрацию на территории Дальнего Востока. Максимальный срок 20 лет. Лимит по стоимости жилья 6 миллионов рублей. Можно приобрести новое, либо построить самим. Под вторичный рынок ипотеку не выдают. Обязательным требованием для этой программы является покупка у юридического лица. То есть это может быть договор долевого участия, также это может быть договор переуступки права требования, либо даже договор купли-продажи уже в готовом доме, но обязательно у юридического лица. То есть либо у застройщика, либо у подрядчика какого-нибудь. С рук квартиру, увы, не купить, так что придется искать хорошие новостройки. Ряд застройщиков в Якутске уже готовы работать с новой программой. К примеру, строительная компания «Прометей» сегодня имеет несколько объектов, которые подходят под льготную ипотеку. Дома находятся в комплексе «Прометей» по улице Автодорожная. Сегодня здесь уже заселено 11 домов и на подходе еще 4 объекта. Если говорить более точно, то это фактическое наличие 2 детсадов, яслей, готовящихся к открытию, большой школы и еще 1 детского сада на стадии работ по воплощению проекта, а также расположенного собственно торгового центра внутри комплекса. В 5 минутах езды расположена современная поликлиника. До центра города наши жители добираются за 10 минут. Пока неизвестен и список банков, которые возьмутся выдавать такой займ. Впрочем, очевидно, что дело это для них будет прибыльным. Недостающую прибыль компенсирует государство. Воспользоваться льготной ипотекой смогут не только молодые семьи, но и те, кто взял дальневосточный гектар для строительства жилья. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Хандаге представители крупных промышленных предприятий провели выездную профориентационную конференцию для школьников. Сюжет из Тампонского района. В конференции приняли участие представители крупных промышленных компаний «Алроса», «Полюс Алдана», ЮВГК, руководство Тампонского района, образовательные учреждения республики, Горный институт, геолого-разведочный факультет ЦВФУ, Горно-геологический техникум, учащиеся 4 школ гимназии Тампонского района и родители. Я хочу узнать что-то новое, какие существуют профессии, какие существуют сферы деятельности. И сюда я пришел, чтобы узнать от работодателей, какая заработная плата, куда можно поступить. Работодатели представили потенциальным студентам в сфере недропользования объективную, а главное доступную информацию об условиях труда и быта в производственных компаниях. Мы не те, кто сидят пассивно и ждут, когда к ним придут профессионалы, квалифицированные работники. Мы сами создаем поле для их роста, мы сами идем в вузы, мы сами идем в колледжи, мы сами предлагаем свое сотрудничество, мы предлагаем конкретную помощь. И обязательно выходим за рамки многих мероприятий. В республике очевиден реальный запрос населения на трудоустройство в промышленность, в частности, в сектор горной добычи. Такая потребность якутян коррелирует с необходимостью горнодобывающих компаний заранее формировать золотой запас будущих специалистов. Компания «Алроса» находится в постоянном сотрудничестве и в поиске специалистов из внутренних резервов, из людей сельской местности. В таких встречах заинтересованы все стороны. Молодежи она нужна для профориентации и последующей самореализации. Недропользователям для подготовки будущих кадров со школьной скамьи. Учебным учреждениям для продвижения образовательных услуг. Мария Винокурова, Нина Ханарова, Хандага, Тампонский район. В эту субботу смотрите на нашем канале специальный репортаж о запуске газопровода «Сила Сибири» и Чаиндинского месторождения в Якутии. Наши корреспонденты восстановят всю хронологию событий 2 декабря. Расскажут, как этот масштабный проект поможет экономике Якутии, дальневосточных регионов и 2 стран мира.
Но самое главное, в репортаже покажем труд тысячи людей, усилиями которых и удалось воплотить в жизнь этот масштабный проект «Сила Сибири». В эту субботу в 20:00, сразу после итоговой программы «День за днем» на Якутии-24. К другим новостям, IT-школа Samsung начала работу при специализированном учебно-научном центре СВФУ. Программа обучения одна из самых сложных. Язык программирования Java изучают школьники 10-11 классов. Кроме этого, они учатся создавать различные приложения для платформы Android. Подобные школы сегодня существуют во многих городах страны, и отзывы о них только положительные. Многие работы, а это умные приложения для смартфонов, созданные учениками IT-школы Samsung, мы используем в повседневной жизни. Это и мобильные помощники водителя, приложения для обучения музыке, также различные игры. Ранее мы участвовали на хакатоне с моим одноклассником Андреем и Игорем. Мы там создали проект и хотим на чтение СУНС выступить с этим проектом, и далее можно продвигать этот проект. Проект называется, мы сейчас конкретного названия не дали, но он называется «Новости граждан». Там мы хотели бы создать такой сайт, который бы давал людям возможность писать свои новости именно от граждан. Не кто-то будет печатать, а именно сами граждане, сами жители Якутии. Сегодня торжественно отметили 85-летие Союза писателей Якутии. Знаменательная дата связана с 1934 годом. Именно тогда в Якутске состоялась первая конференция якутских писателей. На той конференции первым председателем Союза писателей был избран Платон Аюнский. Сегодня литература в Якутии создается на 5 языках – якутском, русском, эвенском, эвенкийском и юкагирском. В Союзе писателей Якутии состоят 76 членов Союза писателей России, среди них 6 народных писателей. На юбилейном мероприятии от руководителя администрации, главы и правительства республики лучшим писателям-творцам вручили почетные грамоты, знаки, благодарственные письма. Целый год шли мероприятия под флагом этого юбилея. Мы провели Дни азербайджанской поэзии в июне, провели большой международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега» и много выездов в районы, в Намский, Татинский, Чурапчинский, Усалданский улусы, где встречались с читателями, заключили договора с несколькими улусами для дальнейшей работы. Издано немало книг в этом году. Ну а Алмаз Эргенбанк отмечает 26-ю годовщину со дня основания. На сцене культурного центра «Саргалякские огни» в эти минуты проходит торжественное награждение золотыми знаками Алмаз Эргенбанка, почетными грамотами и благодарственными письмами лучших работников этого предприятия. Банк считается крупнейшим финансовым институтом Якутии, стабильность и надежность которого подтверждена ведущими рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Experta Ray. 2019 год Алмаз Эргенбанк завершает с высокими показателями. Положительной динамикой роста по ключевым направлениям работы предприятие показало высокую прибыльность и эффективность своего бизнеса. Главный банк Якутии продолжает удерживать лидирующие позиции в республике по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса и привлечению вкладов населения. Сегодня там обслуживаются 300 тысяч розничных и более 7,5 тысяч корпоративных клиентов. Финансовые показатели, я могу сказать, что абсолютно уверенно, что у нас будут стабильные. В этот год мы заканчиваем с прибылью. Капитал банка составляет 4 миллиарда рублей на сегодняшний день. 29 октября приняли стратегию развития банка до конца 2022 года. Мы там говорим про цифровое развитие и трансформацию внутренних процессов. Алмаз Эргенбанк входит в топ-100 банков по объему вкладов и по объему кредитного портфеля. Продолжим после короткой паузы. Смотрите далее через 1 минуту в программе «Итоги дня». Снюс. Что за жевательный табак продают детям? Каков вред? Под запретом он или нет? Народный праздник. На мероприятии в столице показали самого крупного карася. Рыба почти 3 кило. Что еще было на этом мероприятии? Жизнь без границ. Сюжет о спортсмене из Якутии на коляске, покоряющем морские глубины. Как и где он это делает? Разбирался Юрий Иосиф.
Якутия-24 в прямом эфире. Продолжаем выпуск. В одном из баров Якутска полиция задержала 25-летнего мужчину, который продал несовершеннолетнему жевательный табак «Снюс». Это новый вид табака получает все большую популярность. Продавцы говорят, что с его помощью можно безболезненно бросить курить, но при этом умалчивают о вреде, который несет это вещество. Особенно популярным «Снюс» стал среди подрастающего поколения. Что же это такое? Безвредная альтернатива сигаретам или новая опасность? Разбирался Юрий Осипов. Официально так называемый жевательный табак «Снюс» запрещен в России, но неофициально он есть в свободном доступе. В одном из торговых центров Якутска его открыто продают с прилавка. Торгуют им и скрыто. Так, в столице республики сотрудники правопорядка задержали мужчину, который продал «Снюс» подростку. Изъятое было направлено на экспертизу. Возбуждено административное расследование, несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей, на должностных лиц от 7000 до 12 тысяч рублей, на юридических лиц от 40 тысяч до 60 тысяч рублей. Материалы переданы в территориальное подразделение Роспотребнадзор. В России идет активная борьба с курением. И ушлые торговцы позиционируют «Снюс» как средство для того, чтобы бросить вредную привычку. Но в действительности, по словам медиков, жевательный табак не только не ослабляет никотиновую зависимость, но и усиливает ее. Курить они не бросают. Наоборот, получается сильнее втягивание в употребление никотина, потому что в сигарету входит гораздо меньше никотина, чем в этот «Снюс». Входящие туда соль, сода или сахар, они слизистую, расщепляют слизистую губы, либо десны, смотря куда приклеивают, и туда начинает всасываться никотин. Также продавцы утверждают, что не во все снюсы входит табак. Но, как выяснилось, разницы между табачным и бестабачным снюсом нет. Вред они приносят одинаковый. В табачный входят именно листья табака. Измельченные листья табака с различными добавками, ароматизаторами и так далее. Могут быть без ароматизатора. А в бестабачный входят перемешанные травы, любые травы, и концентрат жидкого никотина. Наибольшую опасность «Снюс» стоит для подрастающего поколения. Он продается в ярких упаковках, часто со сладкими и фруктовыми вкусами. Производителю, конечно же, будет удобнее написать, что это никотина, влияние все-таки никотина, да, вот на организм, это намного больше идет, да, то есть, опять-таки, это приводит к нарушению полости рта, к нарушению эмоциональной системы, да, приводит к неустойчивости, то есть теряется концентрация внимания, да, повышается аппетит. По сообщению врачей, «Снюс» пока не получается запретить, потому что он имеет много разновидностей. Стоит запретить один из них, как производители немного меняют состав и выдают его за иной товар. Родителям остается внимательно следить за детьми, чтобы они не стали жертвами вредной привычки. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. В Нерингре управляющий совет школы номер 3 негодует. Дело в том, что районные власти говорят об укрупнении образовательного учреждения путем перевода детей из 3-й во 2-ю школу. Что об этом думают родители и администрация? В теме разбиралась наш корреспондент в Нерингре Екатерина Павлова. Средняя образовательная школа номер 3, одна из первых школ города, была построена в 1977 году. Сегодня здесь обучаются дети 2 образовательных организаций. Специальной коррекционной школы-интернат, более 150 детей, и 132 учащихся средней образовательной школы. Управление образования сегодня, говоря о качестве получаемых знаний, мониторит каждое образовательное учреждение. Из 132 ребят только 12 ребят имеют качество хорошее, а у остальных ребят качество ниже. Соответственно, чем меньше детей, тем, соответственно, и меньше финансирование. И финансирование в основном уходит на заработную плату педагогов. И учреждение не может в полном объеме покупать то оборудование современное, которое сегодня может позволить любая другая школа. Управление образования района считает целесообразным присоединить школу номер 3 к школе номер 2, говоря о том, что во 2-й школе есть все необходимые условия, лучшая оснащенность и возможность в ее стенах получить некоторые профессиональные навыки. По окончании школы можно получить профессию парикмахера, повара, слесаря по ремонту автомобилей. А вот в 3-й школе дети заканчивают 9 классов, и никто не идет дальше.
Это о чем говорит? Это опять говорит о качестве образования. Если бы образование давалось качественное, то дети пошли бы в 10 класс. У родительского комитета третьей школы много вопросов и переживаний. Новость о реорганизации выносят на обсуждение общественности, публикуя посты и планируя до конца отстаивать свою школу. Родители категорически не согласны с утверждением о низком качестве образования здесь. А Ксения Луценко, член управляющего совета школы номер 3, сама училась здесь в свое время, а сегодня в 7 класс родной третьей школы ходит ее сын. Как известно, транспортная логистика у нас достаточно напряженная, и, конечно, детям будет крайне неудобно добираться из района Красной поликлиники, да, до фактически на другой конец города. Для взрослого человека это 25 минут ходьбы. Что уж говорить о детях с тяжелыми рюкзаками в минус 30 и с ветром. Кроме того, мы считаем, что очень недальновидное решение районной администрации. Почему? Потому что в 2020 году планируется начало строительства многоквартирных жилых домов в районе МДЗ, где сейчас находится третья школа. И ликвидировав ее, просто у нас целый жилой квартал остается без школы. Кроме того, нас очень волнует психологический аспект, потому что, в частности, вот у меня ребенок учится в 7 классе, это переходный возраст, достаточно сложный, и мы не уверены, что во второй школе детей примут действительно с распростертыми объятиями, и там будет налажен нормальный учебный процесс. Сегодня речь идет о присоединении школы, педагогического коллектива и детей. Как отмечает районное управление образования, финансирование второй школы будет заложено в приобретение автобуса для перевозки детей. Также идет речь о том, что не обязательно с третьей школы переходить именно во вторую. На выбор есть и другие школы с вакантными местами. Реорганизация третьей школы неизбежна или есть другие пути решения вопроса? Мы будем следить за развитием событий. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. 25-летие празднует аэронавигация Северо-Восточной Сибири. Филиал считается одним из самых крупных в госкорпорации по организации воздушного движения в России. Общая численность персонала на сегодня порядка 1500 человек. Задача каждого из этих людей – это обеспечение безопасного воздушного движения в регионах Дальнего Востока. Торжество прошло сегодня в Гостеатре оперы и балета. Чествовали сотрудников и ветеранов филиала аэронавигации. Они удостоились 22 различных правительственных и министерских наград. Это значимая такая зрелая, важная дата для данного филиала. Филиал этот путь прошел достойно, занимаясь обеспечением безопасности воздушного движения и регулярности полетов в регионе, где авиация является ключевым видом транспорта на сегодняшний день. Отдельно хотел бы выразить слова благодарности ветеранам, которые трудились, которые формировали предприятия на северо-востоке Сибири. Большое им спасибо за это. Самого крупного карася выбрали в Якутске. Он весит 2 килограмма 800. Рыбу выловили в Вилюйском районе и продали на аукционе во время народного праздника, посвященного ловле карася. На праздник съехались участники и гости из разных уголков республики. Мероприятие проводится вот уже 10-й год по инициативе Общества охотников и рыболовов республики. Активное участие приняли и народные мастера. Они представили изделия из костей и кожи рыбы. Для гостей организовали ярмарку свежемороженой рыбы, сельхозпродукции, угостили жареной рыбой. Ну а желающие посоревновались в поедании рыбы на скорость. Условия конкурса, чтобы быстро съесть и чисто, чтобы вкусная рыба. Я специально приехал с Покровска, чтобы участвовать в этом конкурсе. Я уже опытный участник. 3 раза подряд выигрывал. Первое место. Вот 4-й раз тоже выиграл. Спортсмен-колясочник установил рекорд, погрузился на глубину 42 метра в Черном море. Для парадрайвера из Якутии Григория Галеева нет ограниченных возможностей. Он каждый год приезжает в Крым, чтобы раз за разом покорять морские глубины, рассказывает Полина Долинская. Глядя на этого молодого и крепкого парня в инвалидном кресле, трудно поверить, что совсем недавно он опускался на глубину 42 метра. Но Григорий не только парадайвер, он инструктор таких же парадайверов. В планах у 29-летнего спортсмена еще и стать инструктором по обучению тренеров парадайвинга. По словам Григория, увлечение глубоководными погружениями началось у него еще в юности, когда он жил в городе Мирный, республике Саха-Якутия. Детство вот до 16 лет я провел в Якутии. И в Якутии же меня
Я там начал заниматься дайвингом. Есть у нас, я живу в городе Мирный. Вот, у нас есть дайв-клуб «Скат», северный клуб аквалангистов туристов. Вот, я начал там заниматься, позанимался там 3 года, потом уехал в Киров. В Кирове Григорий устроился работать промышленным альпинистом. Там-то с ним и произошло несчастье. Молодой человек сорвался с высоты и получил серьезную травму. Она приковала Григория к инвалидному креслу, но не стала помехой для давнего увлечения дайвингом. Год назад Григорий Галеев случайно узнал о проекте «Дайвинг без границ», который проходит на мысе Тарханкут в Крыму. Долго не раздумывая, наш герой отправился на полуостров. Как оказалось позднее, это решение стало поворотным в жизни Григория. Григорий говорит, все приготовления к погружению он старается выполнить сам. Но, конечно, иногда не обойтись без помощи товарищей по дайвинг-клубу. Есть команда, которая всегда помогает. То есть я, в принципе, я мог пользоваться их помощью, мог не пользоваться. Я пользовался в основном, когда у меня было 4 дайва в день. То есть меня помогали одеваться. Только из-за того, что я сильно уставал. И если бы я еще каждый раз одевался сам, я бы физически не смог все 4 дайва. Я полностью сам одеваюсь, я могу спрыгнуть. Вот, единственная нырялка сложность – вылезти обратно на дайв-дек. Но даже тут ребята помогают, они спускают веревку, я продеваю в нее руки, и меня просто вытаскивают. Вот, в этом сложность. Это видео погружения Григория Галеева на глубину 42 метра к затонувшему во время войны в Черном море торпедный заградитель носу кораблю «4». По признанию Григория, это рекордная глубина, на которую он когда-либо в своей жизни опускался. Однако на этом достижении парадайвер совсем не собирается останавливаться. Говоря с Григорием Галеевым, подмечаешь одну важную деталь. Он не рисуется, ведет себя естественно и очень открыто. Всем ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации, наш герой советует не отчаиваться, а найти себе увлечение. Например, дайвинг, ведь он тренирует не только тело, но и волю к жизни. Если вы уже имеете опыт в погружениях, и очень хотите поехать на сафари, то есть сомневаетесь, боитесь, на самом деле, бояться нечего. Все, что нужно, просто купить билеты и поехать. Вот. А тут уже такой план, ладно, на месте разберемся. Даже если у вас нет возможности ходить там с ходунками, и, естественно, коляску вы сразу поставите, неделю ее не будет, везде будут помогать, со временем что-то придумаете, где-то как-то забираться. Полина Долинская, Денис Тишин, Республика Крым. Таковы итоги дня сегодня. Якутия-24 продолжает работу в прямом эфире. Оставайтесь с нами, будьте в курсе.